Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о сервировке стола и о правилах поведения за столом. Когда-то давным-давно людям было все удобно и просто. Они ели из общего большого котла, брали мясо руками, отдирали мясо зубами от костей, а объедки валялись рядышком. Про это нам Паша расскажет стихотворение. Иди, Паша, встань. Если б не было посуды, нам пришлось бы очень худо. Мы бы тут же из людей превратились в дикарей. Брали мясо бы руками, разгрызали бы зубами, пили воду бы в реке или в грязном ручейке. С тех пор, ребята, очень много изменилось. Как вы думаете, какие изменения произошли? Люди теперь едят из тарелок. Мясо режут ножом и кушают вилкой. Чай пьют из красивых кружек. Суп варят на газовой плите. У нас дома есть микроволновка, где мы греем еду. А у нас дома есть мультиварка. А что мама делает с мультиваркой? Готовит еду там. А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Этикет». Но для этого нам нужно встать в круг. На прошлом занятии, ребята, мы с вами говорили о правилах поведения за столом. Сейчас я проверю, как вы запомнили эти правила. Я буду вам кидать. Вы мне называете правила поведения за столом и кидаете мяч обратно. Ну, начнем с Сони. Лови. Не качаться на стульчике, не шаркать ногами, не ставить локти на стол. Правильно, Артем. Во время еды, ребята, локти на стол ставить нельзя. Лови, Дима. Не чавкать за столом. Правильно, Дима. За столом чавкать некрасиво. Не разговаривать с полным ртом. Молодец. С полным ртом разговаривать нельзя. Кирилл, лови. Не разговаривать за столом. Не разговаривать за столом, ребята. Милена. Не топать ногами. Не топать ногами. Строго скажешь нам правила. Нельзя пить из тарелки суп. Молодец. Ребята, нельзя пить суп из тарелки. Нельзя хлеб откусывать большими кусками. Молодец, Аня. Женя, лови. Не вытирать рукавами рот. После еды пользуются салфетками. Молодец. Мы едим ложкой, не толкать товарища. Да. Ребята, а какие вежливые слова мы говорим во время еды? Приятного аппетита. Спасибо. Пожалуйста. Угощайтесь, пожалуйста. Молодцы. Приятного аппетита. Приятного аппетита, мы уже сказали. Ребята, я очень рада, что вы знаете столько правил. А вот сейчас Софья и Артем покажут нам, как правильно сервировать стол. Они будут дежурными. Мы дежурные сегодня, будем няне помогать, аккуратно и красиво все столы сервировать. Что сначала нужно сделать? Нужно руки чисто мыть, потом фартуки наденем. Начнем скатерти стелить.
Сервировка стола зависит от меню. Послушайте, что сегодня приготовил повар нам на обед. Салат витаминный, борщ со сметаной, котлета домашняя с пшенной кашей, компот из сухофруктов, хлеб пшеничный и хлеб ржаной. Что сначала, Артем, мы будем делать? Сначала мы постелим скатерть. Постелили мы скатерть, что мы дальше ставим на дежурное? А потом мы поставим салфетницы. После салфетниц мы ставим хлебницы. Да. На центр стола мы поставим хлебницы. Хлеб душистый, свежий, вкусный. Хлеб всему, ведь голова. Потом мы ставим блюдечки. Да, потом мы ставим блюдца. А на блюдце мы ставим чашки. Что еще забыли дежурную положить? Можно? Нужно положить ложки. А какие ложки? Столовые ложки или чайные ложки? Чайные. Вокруг хлебни с хороводом блюдца с чашками стоят. Ручки чашек смотрят вправо. В блюдцах ложечки лежат. Дежурная, сегодня у нас по меню салат витаминный. Что еще нужно поставить на стол? Салатницы. Правильно, салат мы едим из салатниц. Дежурные, а что у нас еще осталось на раздаточном столе? Тарелки для супа, вилки, ложки и ножи. Ложку мы кладем с правой стороны. Вилки должны лежать слева зубчиками вверх. А ножи должны лежать с правой стороны рядом с ложкой. Лезвием должны смотреть на тарелку. От тарелки справа нож. Ложка рядышком лежит. Нож от ложки отвернулся, на тарелочку глядит. Ну а слева от тарелки нужно вилку положить. Когда станем есть второе, будет с вилкой нож дружить. Молодцы, дежурные, хорошо поработали. Все приборы разложили правильно. Ребята, Артем и Соня показали нам, как правильно сервировать стол к обеду. Вам было все понятно? Да! Ребята, предлагаю вам поиграть в интересную игру, которая называется «Маленькие поварята». Мы с вами будем варить компот и щи. А для этого нам нужны овощи и фрукты. Вы должны будете поварешками выбрать необходимый продукт и отнести в свою кастрюлю. У нас будет компот. А в этой кастрюле мы будем варить щи. Нам нужно разделиться на две команды. Ну, готовы, поварята? Тогда начнем.
Проверьте. Мясо кладут в щи? Да. Это что? Картошка. Это? Морковь. Это? Помидор. А это? Чеснок. Ну а это? Огурец в щи кладут? Нет. Это Дима засунул. Ну ладно. Ну молодцы. Знатные у вас щи получились. Какой у нас компот получился? Компот апельсину можно ложить? Это я засунул. Это виноград. И черный виноград, и красный. Это? Яблоко. Это? Помидорка. Помидорку кладут в компот? Это? Это малина. Это помидорка, ребята. А это? Помидор ложим в компот? Киви. Можно положить в компот киви? Можно, наверное. Ну а это? Правильно положили в компот перец? Куда нужно положить? Нужно было положить перец. Сегодня мы с вами закрепили правила поведения за столом и навыки сервировки стола. Я надеюсь, что вы будете использовать эти знания не только в детском саду, но и дома. Будете помогать мамам. А вы, ребята, все запомнили?